Что, братцы, всем доброго. Время у нас почти 8, без 15, ребят. Я 6 уже на ногах. У меня полностью сборы капитальные, ребят. Выдвигаюсь в лес, в тайгу. На пару дней, может на 3 дня, ребят, не знаю, посмотрим. Ну, само собой, ребят, это пикник, это отдых. Рыбалки никакой. Вода у нас просто катастрофически поднялась. Практически возле нашей деревни уже, ребят, 50 метров, и уже все залито, все капитально. Ну, побросаем пару сеток на поесть и просто будем отдыхать, ребята, наслаждаться природой. Красота, тепло. Ну, правда, обещают дожди, но я думаю, не помешает, так как взял палатку с собой, ребят, много чего взял, баннера, короче, там шатры будем делать. Ну, короче, лагерь сделаем капитальный. 6 на сборах, ребят, жду Ларису Юрьевну, с кем собирался, но решил с ней, так как есть время свободное, потому что у нас самоизоляция, коронавирус, ребят, многие не работают. И тем самым хотим с Лариской рвануть, вырваться, просто кайфовать, ребята, на самом деле, просто кайфовать, отдыхать, готовить, кушать, ну, само собой, ребят, просто обалдеть. Вчера договорился с хорошим человечком забросить нас на моторе, так как, ребят, нет своего, многие знают, что еще не разбогател, не прикупил. Ну, со временем, я думаю, будем и на воде, так как дело продвигается, и я уже там пару вопросиков решил. Я думаю, вскоре, даже, возможно, в этом сезоне мы будем на моторе, ребят. Ну, ладно, не буду о многом, ребят, весь на сборах, рюкзаки. Беру все, ребят, свет, гаджеты, аппаратуру, палатку, я еще раз повторюсь. Не знаю, уже хотел брать коптильню, мангал там и бензопилу, но уже столько вещей получается. Помимо того, что я беру с собой надувную лодку. Короче, ребят, не знаю, по возможности возьмем, но все равно надо как-то уместиться. Во-первых, в машину, чтобы доехать до реки, во-вторых, загрузить всю лодку и вниз по течению, ребят, рванем на остров, будем отдыхать, короче. Ну все, ребят, я желаю вам всем приятного просмотра. Как обычно, сразу лайкосик, братва, лупили. Я думаю, получится все интересно. Постараюсь для вас что-то интересное, качественно поснимать. Так что давай, ребят, со мной. Приятного просмотра. Снова, ребята, уже 19 градусов. Ну, я говорю, погода хорошая. Вчера было 25, наверное. Ну, ближе к вечеру, как обещает, дождь. И к выходным вообще будет плохая погода. Даже как будто заморозки, минусовая температура. Так что вот такие дела. Так, на улице, ребят, ну что, здесь теплые вещи. Газ. Короче, тут тоже всякое разное. Там по мелочам положил. Веревки. Здесь самое основное, это лодка. Весла. Ну вот так, мешок. Здесь кастрюли, сковородки, ну, столы, короче, ребят, палатка. Здесь спальные мешки, баннера, короче, бензин. Короче, ребята, много чего, не знаю. Вот еще думаю, говорю, коптильню брать, там, пилу, но перебор уже будет, наверное. Короче, обойдемся как-то без этого. Посмотрим. Здоровье. Отвлекаем вас. Кидайте сюда, да. Так, мягенько. Сюда. Ага. Палатка. Палатка там, да, еще. Давай сюда еще, наверное. Андрюша, давай ей рюкзак. Идем туда. Да, мне с этой стороны. Все. Дома Юра забрать. Дома. Все, пока. Много сейчас, это... Давай, Андрюша, мотай, папе, все, скажи, пока. Давай, дочь. Что-то утром там катер прыгал, что?
Алло. Какой-то лучше, мы тоже отсюда Я прям подъехал, ты сейчас где? Ага, ну тут катер, не катер, до катера стану, да? Ага, все, понял. Да, здесь, иди в тормози. Разгрузочка. Че, давай не будем задерживать, Ларис. Сюда повыбрасываем, да. И все. Там с той стороны это, да? Возьмем с другой стороны. Достанешь? Брали себя до реки в ужасном состоянии. Сейчас жду парнишку. Будем грузиться на лодочку. Лариска подъехала. Довольная. Ребята, молоко через ферму перевозят. Короче, попадают все вообще жестко. О, река еще больше стала, но. Короче, ребят, проблема у нас. За ночь вода прибыла всю дорогу. И вот лодочка у нас там стоит. Как будем доставать, не знаю сейчас. Пройдем, не пройдем. Сейчас Вова спросит. Да. Вот это дела. Вот это наводнение, конечно, сей год. Сейчас посмотрим. Короче, ребят, сейчас уловки лодку будут доставать спасатели. Она там на столбе привязана. Вода за ночь поднялась. На броня, говорит, не перейдем. Течение ужасное, короче. Такие дела. Лариска сидит, ждет, скучает. HDX. Потащить его? Не? Нормально. Сейчас надо как-то шмурдячок этот упаковать нормально. Подавай. Что там, сумки сначала, Вовка, да? Давай поменьше, дальше. Да, свою холодку. Бен сразу куда-нибудь там. Что, бенз? Да, это вода. Что, сюда уже бенз? Такого Вовка больше ничего нет. Ну все. Стул, да? Что там делать? Попил. Смотри видео потом.
по-любому можно. Вот так, вот так. Да. Дома, ребята. Ну вот, доплыли. Все, мы на месте. Доплыли на остров. Ну реально остров, да, с такой водой, так он вообще уменьшился. У нас пятак получается, ну не знаю, 50 на 50, наверное. А так все в воде. Вот тут дорога вот проходит. Помните, по которой я зимой шел, когда ночевал там в пастушьей избе. Вот я здесь шел, ну вот все, даже старица вышла из берегов. И все нас закрывает здесь. С этой стороны, здесь она в лес, там поля, и получается вот пятачок. Мы изолированы от внешнего мира на двое суток. Вообще капитально. Романтика! Ребята, все, будем отдыхать. Переживал сначала, когда приехали, думал, что залило его полностью. Но все думал вот за вот этот бугор. Но благо то, что до него даже вода не дошла. Наш любимый балаган, который 9 мая у нас стабильно он проходит. Но каждый год все он ломается, грязнится и, короче, как его не обделывай, все равно люди ломают, портят. Ну, мусор соберем по-любому с Лариской. В пакеты наложим, как обычно. А так все, ребята, добрались. Наш мурдяк. Все, отдыхать. Как обычно, охотники любят вот этим делом заниматься, слышишь? Начинают стрелять потом по бутылкам. Видишь? Придется собрать их в пакеты, ребята. Так вот, пятачок. Палатку где-то там внизу поставим от ветра. Ну там вода везде. Зверьки живут. Ну и балаган вот этот, который, ребята, постоянно подделываешь, а вот все гадят, как ни крути. Ну, соберем все это дело, ничего страшного. Сразу поставим отметочку, ребята. Ну, чтобы наблюдать, контролировать, вода поднимается или падает. Ну вот, палка наша, и будем контролировать. Так, ребят, ну расклад такой у нас получается. Где-то в 2 часа, как обещали, дождь, сейчас 12. Лодку сейчас оставляем, быстро качаем лодочку. Плывем, кидаем пару сеточек на поесть. Ну и быстро останавливаем, плывем, ну уже лагерем занимаемся потом. Решили с Лариской поставить
лагерь здесь, так как здесь открытое пространство, солнце попадает. Земля прогрета, ну и солнце. Ну, то бишь тепло будет больше, так же, как и утром рано солнышко выйдет, так и вечером. Да. Ну, вот здесь шишки только уберем, чтобы расстелить полы. И нормально будет. Сейчас быстро, ребят, попьем чаю, перекусим. Все-таки я с 6 уже на ногах, время 12, все не получалось у нас, ждали машину. Потом у нас лодку затопило. Потом, блин, потом это, короче, быстро ничего не получилось. И только к обеду у нас добрались, забросились. Столики, стульчики. Ну все, взял с собой, вещей много, так что будем кайфовать, братва. Нормально. Шишки сейчас сгребем в одну сторону и хорошо будет. Вот так вот. Были вот такие вещи, ребят. 30 метров. Яча крупная. 2 штучки поставим и попробуем. Новые сеточки. Закупили с Лариской немножко. Вот так вот. В республике у нас клещей достаточно. Уже погода теплая. У нас уже сколько укусов? Я не знаю. Не смотрела я статистику. Ну, нормально уже кусаются. Да. Мы прикупили такие вещи. Ну, 15 суток. Не знаю. Ну, сейчас будем обрабатывать стульчики, палатку. Вот. Все, вот это, спальные мешки вечером. Чтобы вот эта зараза не приползла к нам. Ну, хотя здесь место такое, ребят. Здесь бор, песок. Как правило, они особо не любят вот эти вещи. Норы. Они больше на траве, где-то вот на полях. Здесь как бы еще тем более остров. Не должны они здесь как бы двигаться. Ну, Лариска вот сразу. Тем не менее, береженого Бог бережет. Да, конечно, совершенно верно. И мы еще плюс привиты. Правильно. Как бы побрызги, как бы ничего такого. Вещи обработаем, слышишь? Сейчас, потому что плавать будем под кустами. Эти заразы, они прыгают, летают. Так что обработаемся. Ну хорош. Чем, говорит, хорош? Так, ну что, начинаем. А ты сам толкнешь? Да. Я разверну. Тут резко сразу обрыв идет потом. Да? Опа. Опачки. Все, погнали. Сейчас куда-то нам туда, в кусты заплывем. Сейчас там посмотрим обстановку. Что, ребят, мы заплыли на Старицу. Лес весь затоплен. Красота такая. Вот здесь побросаем пару сеток. Вот так вдоль кустиков. Правда, в этом сезоне затопило капитально. Вот так. Местами приходится, так мотылять. Найдем место, сейчас где-нибудь забросим. Короче, вот такие дела. Таким макаром, ребят, сначала проверяю, потому что местные здесь тоже у нас
приезжают, есть. Проверяем кошечкой. Если все спокойно, то все хорошо. Значит, сетки нету. Ну и вот прямо от дерева начнем и вот до дерева. Все отлично. Ну вот сейчас и начнем монтаж. Все, сейчас найдем конец. Вот так вот. Тут еще завязано, наверное. По идее должно быть, да. Новая, потому что сетка. Угу. Все. Привязываюсь к дереву. Все, понеслась. Этим больше, этим туда. Вот. И погнали. Погнали наших городских. Так, здесь я груз не ставлю. И просто погнали. Ну, финка одно удовольствие ставить, потому что здесь ничего такого, ни грузов, ничего, чисто шнуры. Красота, как говорится. Конечно, конечно. Ну, сейчас пока шнур еще сухой. Да, ближе к кустам. Вот у нас сеточка. Ларис, дай мне груз. Ларис, груз дай. Ну вот, ребят, так получается у нас. Тут до кустов. Такой. А веревка есть? О, нашел. Да, давай. Что там нашла? Какой-то замок нашел. Ну что есть, то есть. Меня натягивает, дай вперед чуть. Все, отлично. Здесь уже затишье, да, Валиска? Да. Вот она с оттуда бьет. Красиво, да? Да. Смотри, как чисто и красиво. Да, ребята, плаваем по лесу. Просто по лесу плаваем. Решили до лагеря не плыть по старице, а вот где затопило, по максимуму зайти. И лодка, чтоб лежала здесь, а мы по дороге зайдем. Сейчас я носом зайду. Оп. По шее в броднях. Еле-еле успели. Погода вообще просто зверски изменилась. Дождище такой попер. Вообще страшное дело. Смотрите, ребят, какая погода. Охренеть. Все, быстро ставим палатку. Вещи надо спрятать. Где-то, да, ты шишки убрала? Да, все здесь убрала. Так, сейчас быстро Лариска полы там расстелит. Сразу плед в спальне кинем.
Ага, сейчас, секунду, я этот откручу. Ну, чтобы не ходить по нему потом этот грязными. Так. Плед у нас здесь. В сумке. Там шлепки Лариска одела бы. Вон он. Лариса. Сейчас утяжки потом поставлю. А то мало ли ночью ураган подымется. Нас вот поуносит. Палатку нашу снесет. Капитально. Вот там вроде такой циклонности, знаешь, с ветром он хороший. Два окна. Ну, я уже показывал много раз. И здесь колышки. Вот колышки в таком кармане. Сейчас мы утяжки поставим. Вот они, красавцы. Это обратно все в заводской карман. И окна. Окна. Веревка здесь. От стола сразу можно сюда тоже положить. Отдельно все застегнуть и нормально будет. Универсальная палатка. То, что я хотел, я ее взял. Вот она маскируется в лесу. Также вместо шалаша на охоте на уток и на косача. Кстати, с Вованом когда плыли, здесь ток недалеко, в этом году его залило. Они, говорит, прям сюда прилетают, прикинь. Так что ночью, говорит, не испугайтесь, они шурудить будут здесь. В окно будем смотреть на них. Такой, он мотособаку укрывал. Сейчас здесь накроем, и вот у нас вещи, то, что есть, мы сюда их положим. Да, Лариска? Я Вот. думаю, слышишь, давай просто прям сюда поставим и накроем этим. Ну, а так, да, типа сделаем? Ну, конечно. Ну, давай, так и сделаем. Сейчас самое лишнее уберем. Мусор соберу потом здесь. А этим укроем, да. От дождя, все верно. Мне просто здесь можно было резко вечером посидеть, там поужинать, но здесь так гадко, конечно. Так вот то и есть. Ну, я имею в виду, чтобы стена была. Этот славяна подгонщик был, помнишь, Славский? Твой брезентик в деле. Да я ж тебе поговорю, то, что он там космически здоровый. Он, правда, ну, дырявенький уже. Но он спасет все равно ситуацию. Короче, вот так туда закидывай. Да, я там перехвачу. Просто закидывай. Давай, давай, давай. Сейчас я там перехвачу палкой. Подтянул? Подтянул, там уперлось все. Прям как в палатке? Ну да. Че, мы не в палатке, что ли? Ну так. Говорит, вот клево, а вот так, говорит, нормально. Угу. Сейчас, погоди. Он держит. Что-то держит. Ну все, нормал. Лариска. Все, здесь стена нормальная. О, здесь и вещи, ребята, разложим. Че, нормал? Централ. Я думаю, неплохо. Я думаю, неплохо будет выглядеть все это дело. Опа, стоять. Не падай. Вот, ребят, смотрите, что пойдет, да? Такие штуковины вообще хорошая тема для тайги вообще. Можно никаких палаток не иметь, а просто две жерди забиваешь, натягиваешь летом. Ну, нам чисто для сна палаточка. По периметру навязал. Теперь чисто затянем. Ну, все не стал делать вот эти угловые. Может было все. Ну, мы чисто вот так по периметру сделали. Каждую. Есть, да? Что, ветер, смотрю, поднимается все равно. Вот так. Ребят, не успели. Ну, палатку поставили, шатер сделали. Придется здесь. Хотели на природе. Перекусим сейчас немного. Потом убраться надо.
Костерок заварганим уже вечером, наверное. Сейчас маленько перекусим. Чем Бог послал, да, Лариска? Да. Чем Бог послал? Это хлеб, оленина. Оленина, ребята. Я встречался со служивцами, с Воркуты подгон был. Вот так сейчас покушаем быстренько. Да, ребят, кушаем, конечно, в полевых условиях, но что сделать? Промокать тоже неохота. Сейчас олениночки подрежем. Сухой, братан, твоя штучка. У нас тут на юге республики, ребят, такого можно найти, но очень дорого, конечно. А парни там сами занимаются такими делами. Встречали, сейчас подогнал. Она вяленая, ребят, копченая. Бомба вообще. Шикарно. Ну и этот. От Сереги. Самогонщику немножко. Так, для согрел. Перекусим быстро и нормально. Что, ребята, давайте. За ваше здоровье. Средненький твоя. Апельсины. Да, Лариса Юрьевна. Ну что, будем? За рыбу, за природу, за охоту. Ну, за все. Под оленинку. Нормально. Тут спрятались так. Хорошо. Хоть как-то так. Чай хорош тоже, да? Да, маленько. Андрюха приезжал в гости. Андрюха в гости приезжал. Какой Андрюха в гости приезжал? У нас вот Кара. Маленько перекусили. Ну, дождик, ребят, что идет, что не идет, вот так. Такой нахлынет, а потом опять немножко такой успокаивается. По интернету посмотрели, здесь благо недалеко от поселка, есть интернет. Короче, с дождем мы будем жить. Но завтра днем солнышко, а следующую ночь опять дождь, короче. Ладно, сейчас костерок забабахаем. Мусор уберем, то, что вот валяется весь. Пожгем, что надо, не надо. Короче, чистоту наведем, да и поужинаем. Так, достаем баллоны. Если еще будем готовить здесь, потому что дождь если усилится, ну смысла нет выходить. Так, здесь перчаточки где-то у меня лежат. Короче, ребят, топор мы забыли в лодке, оставили. Придется как-то так справляться. Ну, есть ручная пила, в принципе. Если что, попилить-то сможем. Ну, мы здесь 50 на 50, здесь сушин никаких нету. Вот, ребят, то, что валяется, теми будем жить. Так, в принципе, костер нужно чисто приготовить, а так замерзнуть не должны. Так, ну что, ребята, тут обугленное есть поленье. Вот этот, блин, барахол, конечно. Сначала сожгем все, а потом будем готовить. Чтобы в бардаке таком неохота сидеть, конечно. Веревка такая пригодится. Да? Конечно, ребята, я удивляюсь, то, что так происходит, вот это все.
Видно, что горячий котелок, ребят, выкинули просто. Вместе с гильзой. Страшное дело, конечно, вот так. Постреляли. Попьянствовали, бля. И уехали. Более-менее порядочек. Лариска пошла картошку чистить. Пойду я, ребят, срежу под костерок, под казанок. Сырую что-нибудь найдем сейчас. Срежем. Уток, ребят, куча просто. Идеальная штука. Прям бомба. В языке такие штуки всегда должны быть. Но на самом деле, потому что вот буквально осенью мы ехали на Неве и просто провалились в колею. Ну все, беда. Вроде внедорожника, а на самом деле ничего не сделать. Топора нету, пилы нету. Поехали такие чуть ли не в кроссовках. Вот у меня в рюкзачке такая штука была. Я срезал такую сушину диаметром может 15. Да, помучился, но срезал. И сделали крюка и достали. Так что гаджеты все равно выручают. Ну-ка примерим. О, как тут и была. Еще хочу ручную, ребят, испытать. Тоже можно на ремень ее. Это посылочка была от братвы. И вот такая рученая штуковина. Завтра попробуем с Лариской ей поработать. Пацаны, спасибо за вашу поддержку, помощь. Я всегда беру с собой то, что вот реально вещи, которые нужны, они реально нужны. Картофанчик она начифанила. Молодец. Пока я здесь занимался костром. Сейчас спалим всю эту грязь вот эту, чтобы не везти это все домой. Берем сразу. Да? Картошку может тоже сразу, нет? Не знаю, может крышкой закрыть, чтобы варилась. Давай закроем, потому что у нас вода-то хорошая. Питьевая. Нам же немножко, да, надо покушать. Да, давай картоху сразу. Ну все, выноси. Ну, под крышкой поставим пока. Вот так вот. Сейчас разгорится и нормально будет. Здесь дома сейчас с Лариской сидим, а там птичка прилетит, улетит. Вон она, красавица, сделала промеж. Ну, тут летают. Много здесь их, всяких разных. Да, живут, а тут он свинарник такой, блин, делают. Да, обидно, конечно, ребята. Потому что вот делаешь. Мы 2 года с Илюхой сюда ездили. Вот этот балаган налаживали. А сюда же вот местные, вот тут наши пенсионного возраста едут. И вот такой свинарник оставляют. Ломают, стреляют, крушат, бутылки кидают. У каждого мотор. Там хорошая техника, допустим. Не понимаю этих людей, ребята. Ну, не надо такими быть. Зачем? Жесть вообще, блин. О, ребят, закипело дело. Так, сейчас лучка еще пожарим. Туда тушеночки. Лук сковородки, давай сделаем. С тушенкой, да? Ну, Нет, тушенку сейчас закидывай. а, ну понял.
Что за тушничок? Говядина? Ну, не знаю, взяла, что попало. Понятно. Горячего, ребят, супца сейчас хлебанем. Все, у нас все по-серьезному, ребят. Сразу мусорка. Вот так. Ну, разве трудно? Я думаю, не трудно никому. Так что нормально все. Еще поджарим. Да, я думаю, готово будет. Особо не надо обжаривать. Чтоб чувствовалось. Пока, ребят, ничего не добыли, вот тушеночкой питаемся. Ну, ничего, надо себе сделать тоже горячего, потому что, чтобы организм зашевелился, чтобы нормально силы появились. Ну, все. Сейчас еще туда пачковый суп, да, Ларис? Да. Лавруш. Не ела пачковый суп. Лаврушка, перец, ребят. Ну и все, похлебочка готова. О, ребят, бигульме хорошая. Лаврушечка. Перчик. Да, не жалей. Люблю, чтобы поострее было. На костре пища, ребят. Ну, классно. Еще ухи сезона не открывали по жидкой воде. Завтра, думаю, с Лариской приготовим. Полушиться себе. Ну, если, конечно, поймаем. На пару сеток у нас заброшено. Ну, грязь, ребят, течение страшное. Вода прет просто. Даже здесь на Старице от реки через тайгу тянет сюда течение. Посмотри, этот. Картошка мягкая, нет? Картошка? Не, нормально, Ларис. Добавляй. Да? Угу. Все, отлично. Ну все, ребят. Супец. Я раньше помню, постоянно такую готовили. Сейчас почему-то этот. Меня даже мамка таким кормила. Пачковым супом. Всех кормили таким. Наберем зарплаты. У нас постоянно лежало много штук. И пару Все пачек. поели. Считай, одна пачка, там 4 тарелки, да, написано как будто. Ну, пару пачек. Большая кастрюля на семью, 5 литров. Приготовим. Картошки насажаем. Лук вырастим. Морковку вырастим. Ну вот, по праздникам тушенку добавляем. И то же самое ели. А соль попробуй. И ты дай мне попробовать. Держи. Ну что ж, ребята, готово. Пол казанчика вот такого красивого супца. Сейчас я... Подожди. Да я чуть-чуть вот так. Подожди. Не торопись. А то сейчас вся гуща там останется. Хорош. Угу. Все это. Крышкой закрой. Да, отдыхать пока, ребята. Чтоб теплее был. Все, ребят, сейчас будем штрих-код. Последний. Подача. Подачка, да? Ах. Майонезика, ребят. Ну, многие против, но мы любители немножко майонезика. Так как тушенка все равно постная немного. Так он жирнее будет. Потому что в майонезе масло находится. Ах, хорош, слышь. Запах приятен вообще. Тем более горячего. О, сейчас мы отведаем дело. Огонь, да, Ларис? Слушай, ну тут, слушай, повеселее в этом балагане все равно. Чем где? Ну даже если так готовили, даже в палатку пошли кушать, там бы ползали с тобой, знаешь, неудобно же, правильно? А здесь сидим, хоть и видно что-то, и Да, конечно. вот так. Ну классно, здорово. Ты свой хлеб не даем?
Знаешь, горячую вкусную. Давно уже это не ел, с таких вещей. Ребят, здесь недалеко Таковище. Его затопило здесь, короче. Косачи где-то здесь, ребят, прилетели. Хотим с Валиской посидеть, послушать. Но самое интересное, ребят, смотрите. Муравейник затопило, и бедолаги вон спасаются. Просто подняло муравейник. Ползают. Вот так они. Что, родные, 7 час вечера, первая проверка. Прошел такой хороший дождь, ливень прям. Лариску оставил на месте. Пошел в палатку, короче, ребят. Ну, съездим сейчас. Быстро проверю пару сеток. Может, что на вечер добудем. Во, здорово будет.